Более 24 тысяч жителей Коми уже проголосовали за территории для благоустройства в будущем году. Напомним, сейчас по всей стране проходят онлайн-голосования по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Сыктывкарцы чаще всего голосуют за благоустройство площадки у Дворца творчества детей и учащейся молодежи. А воркутинцы выбирают площадь Центральную. Тем временем жители Инты отдали больше всего голосов за площадь Ленина. В Усинске лидирует обустройство тропы здоровья, а в Сосногорске – семейный парк Югодлун. Ухтинцы же голосуют за благоустройство пешеходной дорожки от мемориала «Вечный огонь» вдоль реки Ухта. В этом году в городе, к слову, будет продолжено благоустройство набережной Нефтяников. Роман Кирпа о том, что уже сделано по комфортной городской среде в Ухте, а что могут сделать, если сами горожане проявят инициативу. В будущем году в Ухте планируется благоустроить сразу 2 общественные территории. В городе продолжат благоустраивать набережную Нефтяников. Ее начали облагораживать еще в прошлом году, в этом продолжат. На будущий год запланирована 3-я очередь. Здесь обустроят пешеходную зону, установят бортовые камни, установят освещение и малые архитектурные формы. Но как именно все это будет выглядеть, должны решить сами жители. И для этого им нужно проголосовать за один из предложенных дизайн-проектов. Набережная Нефтяников, получается, вдоль реки Чебью, там будет горожанам предложено на выбор благоустройство или плиткой, или асфальтовое покрытие. И получается, в каком году ухтинцы увидят вот это уже воплощение? Мы голосуем за 2024 год. Еще одна территория для благоустройства – пешеходная дорожка от Вечного огня вдоль реки Ухта. Здесь планируется заменить тротуарную плитку, установить ограничительные столбики, обновят и освещение. Проголосовать за понравившийся дизайн-проект благоустройства просто. Для этого нужно зайти на сайт проекта «Городская среда», выбрать свой город, а после из предложенных вариантов благоустройства поставить галочку напротив понравившегося. Чтобы голос учли, необходимо иметь подтвержденный профиль на госуслугах. Тем, кто самостоятельно не сможет справиться с голосованием, готовы помочь волонтеры. Они дежурят в самых проходимых местах – в торговом центре и в МФЦ. Наши волонтеры ходят в определенные экипировки, то есть у них есть либо ветровка, либо футболка, подписанное формирование комфортной городской среды, и обязательно есть бейджик. При этом голосующим не стоит опасаться за сохранность переданных волонтерам персональных данных. Все, что может спросить волонтер – номер телефона, полное имя и согласие на обработку этих данных. Все эти сведения передаются по защищенным каналам связи непосредственно в Министерство строительства и ЖКХ Коми. Голосование за дизайн проекта объектов благоустройства продлится до 31 мая. Сам же проект формирования комфортной городской среды уже хорошо знаком ухтинцам. С 2018 года он помогает преображать дворовые и общественные территории города, в том числе его визитные карточки, Октябрьскую площадь с легендарным фонтаном у входа в детский парк и профиль Владимира Ленина, где появились смотровые площадки. Теперь с горы Ветлосян можно наслаждаться открывающимися на город видами безопасно и комфортно. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.